Здравствуйте, дорогие зрители! Я вас приветствую на своем канале. В столице Узбекистана к 75-летию победы над фашизмом открылся парк Галаба. Мемориальный комплекс расположен в Алмазарском районе Ташкента. Парк Победы открылся в Ташкента. В официальной церемонии участвовали только официальные лица. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориалу «Ода стойкости». В парке отражены все этапы войны, а также вклад Узбекистана в общую победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. На территории комплекса находится аллея славы, локация с боевыми позициями, макет железнодорожного вокзала, а также интерактивный музей. Маски, ветераны и цветы. Как прошел День Победы в странах ближайшего зарубежья? В проектировании парка помогали эксперты из России и Белоруссии. 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Итак, дорогие зрители, кто из вас воевал в 41-м и 45-м? И кто из дедов, кто был? Можете рассказать историю, напишите в комментариях обязательно. Музей состоит из 6 отделов. Первый повествует мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражения. Вторая секция предоставлена под названием «Узбекистан. Надежный тыл». В третьем отделении рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении нашего края в годы войны. Четвертый раздел имеет название «Вспоминания о войне и победе, радости и ликовании народа», а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны. В шестой части под лозунгом «Подвиг героев живет вечно» представлены 33 темная книга памяти, изданный по случаю праздника, альбом, а также другие экспонаты. Уникален и комплекс слезов в парке. Это художественная композиция в форме глаза изображает ужасы войны. Единство всех людей, независимо от национальности, религии. Также на территории парка установлена композиция, состоящая из мраморных панно. На них изображены эпизоды из истории наших предков, волководцев, важнейшие сведения о Второй мировой войне, а также безопасность национальной армии современного Узбекистана. Звучат песни и сообщения военных лет, создавая историческую атмосферу того периода. Дорогие зрители, наше видео пошло в концу. И что вы думаете об этом, пишите в комментарии.